патриотом и достойным гражданином России. Клянусь! Честью и гордостью нести высокое звание юноармейца. Клянусь! 1000 школьников объединены общим выбором вступить в ряды юнармии. Каждый из этих ребят принял свое решение. Например, Алисхан Ганижев, ученик 9 класса средней школы в Яндере. Дедушка мальчика служил на фронтах Великой Отечественной войны. Выросший на рассказах о подвигах солдат того времени, мальчик нашел для себя своих супергероев, на которых хочет равняться и защищать родину. У меня с детства были планы поступить в военную академию. Как только я услышал об этом, что можно вступить в юнармию, я сразу захотел, я подошел к учительнице, записался. Теперь я рассчитываю пройти дальше, поступить в юнармию, стать военным. А вот Милана Тамасханова о военной карьере не думает, и девочку привлекают совсем другие профессии. Встать в строй вместе с юнармейцами она решила из других соображений. Сейчас это очень престижно, и что мы все очень рады, что мы вступили в юнармию. И я вообще в школе активистка, и поэтому мне нравится участвовать в юнармии. Само движение было основано в 2015 году. За это время дети и подростки со всей страны начали вступать в ряды юных патриотов. Муслима Чинтиева можно назвать первопроходцем в этом деле. Гордое звание юнармеец Муслим носит уже 2-й год и о своем решении вступить в движение ни разу не пожалел. Здесь учат очень многому, быть смелым, ответственным. Нас в лагере учили быть командиром в своей группе. Я здесь познакомился с многими людьми, и с президентом самим встречался, так что я не пожалел. А новым юнармейцам могу сказать, не отступать никогда, быть смелыми и идти к своей мечте. И вот сегодня каждый из этих ребят становится чем-то большим, чем просто школьник. Теперь они юнармейцы, давшие клятву всегда быть верными Отечеству, юнармейскому братству, быть честными, стремиться к успехам в учебе и спорте, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость Родины. А дополняет церемонию посвящения новых членов важный атрибут – гимн юнармейцев. С таким важным событием в жизни школьников поздравил ребят и глава региона, который просто не мог остаться в стороне. Юнузбек Евкуров уверен, что вступление в ряды юнармейцев сильно изменит ребят и научит взвешивать все свои поступки. Юнармия станет верным курсом для этой 1000 школьников и поможет понять, где хорошо, а где плохо. По-разному относятся к таким мероприятиям взрослые, но для детей это бесспорно игра. Это игра в хорошем смысле слова войнушку. Мы помним, как маленькие были, всегда стремились где-то поиграть в войну. Но эта игра именно посвящение юнармейцы. И в последующем становлении она всегда отражается на характер человека. Это как в спорте. Если мы наблюдаем ребенка, который занимается спортом, и ребенка, который не занимается спортом, по характеру они отличаются очень сильно. Вот поверьте, вот те дети, которые находятся в юнармейцах, сейчас, которые уже есть, и которые только сегодня вступают, они уже отличаются между собой по характеру. Я уверен, что за вами пойдут еще тысячи, миллионы. 1000 новых активистов – немаленькая цифра. С таким внушительным пополнением в рядах юнармии приехал поздравить ребят и полковник Вооруженных сил России Сергей Гусев. Мы стремимся к тому, чтобы вы любили свою родину, свой край, выросли настоящими людьми, с большой буквы. Республика Ингушетия имеет богатые, славные, боевые и ратные традиции. И каждый из вас должен быть достоин славы ваших предков. Я искренне хочу поблагодарить главу Республики Ингушетия Юнузбека Бамангереевича Евкурова за то, какой вклад он вносит в развитие юнармейского движения на всем Северном Кавказе.
Несмотря на то, что движение еще совсем юное, как и его приверженцы, оно набирает обороты во всей стране. И руководители юнармии уверены, что очень скоро школьники всех регионов России пополнят ряды патриотов, которые, даже осознавая такие серьезные вещи, как служение Родине и Отчизне, не забывают при этом, что они дети. Мы здесь собираемся именно готовить юнармейский актив, это в первую очередь, потому что наше движение молодое, мы действительно нуждаемся в подготовке квалифицированных специалистов. И, конечно, хотелось бы, чтобы ребята занимались не только, допустим, физическим развитием, спортом, но они совершенствовали себя интеллектуально и нравственно. Это самое главное. Работа только начинается. К тому, чтобы сегодня к этому мероприятию прийти, мы шли год. Вот. Сначала было 100, потом 200, потом 350, и вот сегодня их уже 1350. Сегодня тысячи юноармейцев, вы видели, да, дружно все разом исполняли гимн и получили этот значок юноармейский. И для каждого ребенка он означает, что он с сегодняшнего дня меняется. Это на самом деле так. У него меняется взгляд, у него меняется мировоззрение. Завершилось мероприятие вручения нагрудных знаков. Эмблему юнармейцев украшает изображение орла, символизирующего российское государство, а звезды – силу и мощь армии, подразделения которой уже через несколько лет пополнят первые юнармейцы. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24.